В эфире вечерние новости. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Многие населенные пункты Якутии снова отрезаны от большой земли. Как жители справляются с сезонным неудобством? Между тем, управление автодорог опубликовало даты открытия ледовых переправ в регионе. А в Вилюйском районе дети познают Вселенную. Там открыли уже второй по счету школьный класс для будущих космонавтов. Госдума приняла блок президентских законов, направленных на укрепление безопасности и суверенитета страны. Для развития новых положений Конституции России одобрены изменения в нормативные акты о Федеральной службе безопасности и о внешней разведке, а также в закон о безопасности. В частности, сотрудникам ФСБ и СВР запрещается иметь вид на жительство за рубежом, за исключением случаев, когда это является служебной необходимостью. Одобрена и норма о новом порядке назначения руководителей указанных ведомств. Теперь президент перед назначением будет проводить консультации с Советом Федерации. Для Совета безопасности России также уготованы ограничения. Зампреду, секретарю и членам Совета будет запрещено иметь вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории России. Президент поручил запретить проверки малого бизнеса до 31 декабря 2021 года. Соответствующие нормы в действующие акты поручено внести правительству страны. Напомним, с конца марта в России из-за ситуации с коронавирусом был введен мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса, а также существенно ограничены возможности контролеров по проведению внеплановых проверок. Теперь принято решение упразднить их до конца следующего года. Кабмин спишет долги регионам, направляющим средства на инвестпроекты. Таков новый механизм стимулирования инвестдеятельности в субъектах России. Кроме того, за счет этих средств также можно будет подготовить документацию или подключить сооружения к инженерным сетям. Согласно постановлению, объем снижения задолженности увязывается с суммой налогов, которые поступят в федеральный бюджет от реализации инвестпроекта. Транспортный узел активно развивается в поселке Нижний Бестях. К административному центру Мегино-Кангаласского района привязаны крупные федеральные автомобильные дороги, такие как, например, Колыма и Лена, что приводит к большим потокам автомобилей в центре населенного пункта. Решить проблему перегруза принято строительством объездной дороги. Какая теперь в поселке транспортная развязка, знает наш корреспондент Артур Старостин. Это самая посещаемая часть поселка, где расположены торговые центры, продовольственные магазины. Их территория часто забивается автомобилями. Теперь всему этому не быть. Специально для большегрузной техники построили объездную дорогу по улице Северной. Эта дорога объединяется к федеральной трассе Колыма. Вот, например, прибывающие со стороны Нерингли, не заезжая прямо в поселок, должны сворачивать по Маянской трассе и дальше по той самой дороге. Капитальный ремонт автодороги производил общество с ограниченной ответственностью «Мегинские автомагистрали». Общая протяженность дороги 1 километр 800 метров. На этом участке у нас одна металлическая труба, цельная металлическая труба диаметром 530, она там установлена, эта труба. Земполотно было предусмотрено песчаный грунт и было предусмотрено ПГС, песчано-гравийной смесью. Работу по ремонту дороги завершили чуть раньше срока. Сейчас ведутся исполнительные документации по сдаче объекта. На этой улице предусмотрено 25 дорожных знаков. А по центральной улице поселка наводится порядок движения машин. Для этого были установлены металлические ограждения на обочине дороги. Эта улица сильно перегружена, интенсивность движения очень большая, соответственно, количество ДТП больше. Во избежание этого мы поставили эти ограждения, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. В будущем планируется укладка тротуарных плит для пешеходов рядом с ограждениями. Артур Старостин, Мегино-Кангаласский район. Многие поселения Якутии 2 раза в год оказываются изолированными, и их жители не имеют возможности добраться до своих райцентров. В Усьмайском районе это особенно остро ощущают на себе жители 8 из 10 поселений. Юрий Таюрский о том, как справляются с этими неудобствами жители. Жители 8 поселений всеми правдами и неправдами, платя большие деньги, рискуя своим здоровьем и жизнями, пытаются в период ледообразования перебраться на противоположный берег реки Алдан,
Но на этом их путешествие не заканчивается. Еще более 60 километров по бывшему автозимнику, по ямам и колдобинам, и они наконец-то добираются до районного центра. Да, испытывают очень большие трудности, потому что у нас в межсезонье дорога закрывается, и до открытия зимника, это где-то до декабря месяца, нет возможности выехать. И вот жители очень нуждаются в строительстве новой дороги именно в сторону Эльдикана. Автодорога Амга-Усьмая была сдана в ноябре 2018 года, но участок Усьмая-Эльдикан, на который есть проектно-сметная документация в Министерстве транспорта Республики Саха-Якутия, сегодня недостроена. Участок дороги Усьмая-Эльдикан протяженностью 60 километров имеет важное экономическое и социальное значение для развития нашего района. И эта дорога крайне необходима и нужна нам. Следует отметить, что к круглогодичной дороге в районе примыкают только два населенных пункта – Усьмая и Петропавловск. Основная горнодобывающая часть района отрезана от круглогодичной дороги, что сокращает возможность инвестиционной привлекательности и большие проблемы для населения. Мы весной, осенью не можем получить вовремя периодическую печать. Если что-то случится, мы не сможем добраться до районного центра. С решением строительства круглогодичной дороги Усьмая-Эльдикан сразу снимется проблема транспортного сообщения между райцентром и с отдаленными горняцкими поселками. Конечно, люди все равно будут в распутицу преодолевать шугун Алдани, пока с наступлением холодов могучий Алдан не погрузится в зимнюю спячку. Юрий Таюрский, Екатерина Гусельникова, поселки Усьмая и Эльдикан. Управдор Вилюй назвали сроки открытия ледовых переправ на трассах Вилюй и Колыма. Даты сейчас на ваших экранах. Проезд автомобилей массой до 4 тонн через реку Вилюй на участках федеральной трассы Вилюй откроются в конце ноября, начале декабря. Через реку Лену на участке Якутск-Нижний Бестях с массой до 10 тонн с 5 января 2021 года. Сейчас дорожники приступили к подготовительным работам и по обустройству ледовых переправ и подходов к ним. В настоящее время на въездах установлены запрещающие дорожные знаки и посты дежурного. Теперь об эпидобстановке. За сутки в Якутии выявили 178 новых случаев COVID-19, из них в Якутске 98. В Нерюнгринском районе 10 случаев, в Нюрбинском 9, в остальных районах Якутии от 1 до 6 случаев. Зарегистрировано 3 летальных исхода от COVID-19. Лаборатории региона провели почти 6400 исследований на коронавирус. Как сообщили в оперативном штабе, на этой неделе будет подписано соглашение с Минздравом России о выделении Якутии дополнительных средств на амбулаторное лечение больных COVID-19. Также на этой неделе за счет резервного фонда регионального Минздрава начнутся поставки дополнительных кислородных мощностей и аппаратов ИВЛ в медучреждения Якутии. Между тем, оперативный штаб напоминает, что во время осенних каникул необходимо контролировать и обезопасить своих детей, чтобы ситуация с распространением коронавируса не ухудшалась. На настоящий момент в ряде районов республики дети находятся на каникулах. И вот здесь в данной ситуации и оперативный штаб управления Роспотребнадзора, и я думаю, что оперативные штабы на местах призывают все-таки соблюдать те ограничения, которые не позволяли бы сегодня нашим детям, соответственно, где-то находить возможность получить вирус, занести его в семью, а в дальнейшем уже непосредственно и в дальнейшем, когда школы откроются, в школы. Ранее оперативный штаб сообщал, что изменился контингент заболевания COVID-19. Чаще болеть стали люди старше 60 лет и имеющие хронические заболевания. Как распознать коварный вирус, расскажет наш корреспондент Светлана Неустроева. Казалось бы, все необходимые меры предосторожности для борьбы с коронавирусной инфекцией уже прочно вошли в жизнь каждого. Однако, что мы знаем о COVID-19 сегодня? Предлагаю вам важные факты, которые озвучил Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии. Во-первых, при ковиде выработка белка иммунной системы нередко происходит отсроченно, ближе к началу второй недели заболевания. Таким образом, иммунитет начинает реагировать, когда вирус уже размножился, что зачастую и приводит к поражению легких. Основной путь распространения инфекции – воздушно-капельный. Во время разговора при каждом выдохе выделяется более 200 вирусных частиц. Самое активное размножение вируса на первой неделе болезни происходит в
в носоглотке. Заболеваемость также зависит и от погоды, как в случае с другими респираторными вирусными инфекциями. Человек, подхвативший коронавирус, становится максимально заразным за 2 дня до появления симптомов и в первый день заболевания. В среднем высокое выделение вируса наблюдается за 3-4 дня до появления симптомов, редко за 7 дней и в течение первых 5 дней болезни. У больных со средне-тяжелой и тяжелой формой заболевания выделение вируса может сохраняться до 20-го дня болезни. При этом тяжесть инфекции зависит от количества попавшего в организм вируса. Поэтому маску необходимо носить всем. Также положительный результат ПЦР-теста на ковид не всегда означает, что человек заразен. Оценить жизнеспособность вируса через мазок носоглотки или ротоглотки нельзя. Тем не менее, обратной гарантии нет, поэтому для предотвращения распространения инфекции необходимо соблюдать самоизоляцию. Противовирусные препараты могут быть эффективны в самом начале болезни. Гормональные противовоспалительные препараты обычно назначают при гипоксии, то есть недостатке кислорода в организме. Также при лечении особенно тяжелых пациентов важно применять тактику антикоагуляции. Речь идет о назначении кроверазжижающих препаратов, снижающих риск образования тромбов. Последнее и немаловажное. Ношение масок – самый эффективный и простой метод профилактики COVID-19. В начале осени в средней школе поселка Кызылсыр Вилюйского района открылся инженерно-космический класс. Теперь они работают в 2 общеобразовательных школах. В рамках проекта дополнительного образования специалисты, занятые на предприятиях Роскосмоса, в Институте космических исследований Российской академии наук, а также Институте медико-биологических проблем РАН и в частных космических компаниях, занимаются с ребятами космонавтикой, ракетостроением, спутникостроением и проектированием космических аппаратов. У нас открылся инженерно-космический класс из 11 учеников. По субботам с ними занимаются онлайн-специалисты, работающие на предприятиях Роскосмоса. Ребята изучают азы космонавтики, ракетостроения, спутникостроения. Они будут также изготавливать и запускать свои спутники и ракеты. На этом пока все. Наши корреспонденты продолжают следить за новостями. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.